На уходящей неделе кыргызский ГКНБ передал узбекской стороне задержанного в Бишкеке 8 августа журналиста Бомумурода Абдуллаева. Его адвокатам на протяжении всей недели не разрешали с ним встретиться, ссылаясь на 14-дневный карантин. Верховный суд выпустил на свободу экс-депутата Дамирбека Асылбек-Уулу, который был задержан в Казахстане в 2018 году за контрабанду, осужден на 10 лет лишения свободы и в ноябре экстрадирован в Кыргызстан. То есть он просидел менее года в Кыргызстане. Статистика смерти от ковида в стране уменьшилась с 1,5 до 1000 человек. Число заразившихся около 43 тысяч. Минздрав уточнил, что почти у трети умерших причина смерти – другие болезни. Фонд Розы Отунбаевой, которая отметила юбилей, запустил акцию, при которой вместо подарков и цветов ей можно направить средства на специальный счет, деньги с которого будут переданы медсестрам, работающим в красной зоне. Врачи из Башкортостана, пробывшие в Кыргызстане с 23 июля до 17 августа, высоко оценили работу своих кыргызских коллег. В Бишкеке осталось работать только 2 стационара – дневной во Дворце спорта и круглосуточный в 12-м микрорайоне. Остальные закрылись на консервацию. Из Китая пришла очередная гуманитарная помощь в виде аппаратов искусственной вентиляции легких и расходных материалов для ПЦР-тестов. Премьер Боронов призвал население не проводить тоев, поминок и других массовых мероприятий. Минфин сообщил, что за 7 месяцев года налоговые доходы бюджета снизились на 10% или на более чем 8,5 миллиардов сомов. Статком объявил, что за 6 месяцев года микрокредиты на 16 миллиардов сомов получили 383 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году, а общая сумма кредитов больше прошлогоднего на 17%. Президент Жээнбеков заявил, что кыргызское общество настолько открытое, что применение административного ресурса во время выборов невозможно утаить от общественности. Во время онлайн-встречи президента с премьером было отмечено, что в рамках платформы «Санарип Аймак» до конца года все госуслуги, предоставляемые населению в регионах, должны быть переведены в электронный формат. В Бишкеке прошел митинг в поддержку протестующих граждан Белоруссии. ГКНБ задержал главного инспектора управления налоговой службы по Бишкеку и Чуйской области, который помогал бывшему руководству госпредприятия «Кыргызтемиржолу» выводить деньги из компании. Верховный суд лишил адвокатской лицензии Чоноеву, которую ранее назначили защищать интересы Текебаева и Чотонова. Президент Жээнбеков побывал с ознакомительной поездкой в Нарынской области, а премьер Боронов побывал на Иссыкуле, проверив, как строятся дороги. Программа развития ООН установила, что за 9 месяцев прошлого года только 17 из 269 дел дошли по статье изнасилования дошли до суда. Большинство остальных прекращены за примирением сторон. Представители Генштаба сообщили в суде, что солдату Руслану Сапарбаеву, который потерял обе руки, была выплачена страховка в 1 миллион сомов и собрана помощь в 2,5 миллиона, чтобы он сделал себе протезы. Однако его семья потратила большую часть денег на жилье. В Первомайском суде по делу о беспорядках в Койташе огласили обвинительный акт. Однако Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мискенбаев, Канат Сагымбаев, Баабиев, Кодранова, Карамушкина, Кондус Жолдубаева, Карпек Уулу и Канат Османалиев не признали вины и отказались участвовать в онлайн-заседаниях суда. Новым полпредом правительства Волжской области назначили Баиша Юсупова. Главой Национального центра по предупреждению пыток избрали Бакыта Рыспекова, а Кадыр Маликов стал заместителем муфтия. Начальник управления службы криминальной милиции Болушев, уволенный в январе, подал в суд на МВД и, выиграв его, восстановился в должности. 10 днями ранее точно так же восстановился на работе начальник милиции Ленинского района Бишкека Кулуев. Оперативники МВД выявили в Бишкеке лабораторию по изготовлению наркотиков. Экс-директор дома престарелых подала в суд на бывшего министра труда и соцразвития Кочкорова. В Карабалте начал работу небольшой
небольшой сталелитейный цех. В Баткенской области в СЭС «Лейлек» начали производство галош, а в Аше завершилось строительство спортивного комплекса, появившегося за счет грантовых средств правительства Ирана. Жители кыргызского города Айдаркен и села Берлик приняли участие в анклаве СОХ в спортивном турнире с представителями Сохского района Узбекистана. Замминистра образования Дюсупбекова сообщила, что в вузы на грантовые места принято 5 тысяч, а на контрактную форму обучения 18 тысяч человек. Свердловская область России передает Ошской области через военную базу в Канте 10 тысяч учебников по химии и физике.